И огонь, и вода. Не успел ледоход войти в активную фазу на большей части Якутии, а республика уже начала подготовку к следующей природной опасности – лесным пожарам. Накануне в регион прибыл самолет-зондировщик Росгидромета, который будет вызывать искусственные осадки. Как устроено воздушное судно, выяснял Петр Васильев. Вот он, гроза всех будущих лесных пожаров на территории Якутии. Отечественный Як-40 оснащен по самому последнему слову техники. На борту вместе с парой специалистов мощный компьютер, который получает и обрабатывает всю информацию с датчиков в режиме реального времени. Температуру воздуха, уровень обстрела и координаты. Як-40 – первый самолет, оснащенный отечественным оборудованием по искусственному вызову осадков. Ранее подобное оборудование использовалось исключительно на экспериментальной авиации, либо же на российскую авиацию крепили оборудование иностранного производства. Работы проводятся на открытых участках ландшафтной местности. Границы водосборов рек самолет обходит стороной, поскольку их дополнительное увлажнение не требуется. Оборудован определенными средствами измерения необходимых параметров атмосферы и облаков и средствами активного воздействия. Сейчас у нас на самолете 384 ствола в объеме. Вопреки разным теориям, самолет не притягивает к фюзеляжу дождевой фронт. Сначала экипаж взлетает с аэродрома и исследует небо в поисках необходимых облаков. Нужны подходящие по температуре и влажности. Как только подобные найдены, специалисты обстреливают их с помощью пиропатронов с йодистым серебром. Интересно, что для этого приходится летать прямо в тех самых облаках, которых больше всего боятся пассажиры гражданской авиации из-за тряски и зон турбулентности. Именно из-за них приходится пристегивать ремни, и именно их пилоты стараются поскорее проскочить. Ну а вот летчики-зондировщика, наоборот, такие облака ищут и летают только в них. В этих самых кассетах содержится йодид серебра. Его структура очень схожа со льдом, поэтому распыление небольшого числа вызывает начало конденсации в облаках, а затем и вызов осадков. Нескольких граммов всего лишь достаточно, чтобы из облака среднего размера вылилось до 10 тысяч тонн воды. Службе спасения выделено финансовые средства в размере 60 миллионов рублей. И мы заключили контракт с САУ, с Центральным аэрологическим обсерваторией, для проведения мероприятий по искусственному вызыванию осадков. Лесопожарный сезон открыт. Главная задача – это уменьшение класса опасности. Як-40 Росгидромета уже не один раз доказал свою эффективность. Судно работает в Якутии с 22 года, а его специалисты потушили уже десятки и сотни возгораний, которые без оперативного вмешательства с неба могли бы привести к фатальным последствиям. Прибыл самолет, который будет работать летом этого года на территории Республики Саха-Якутия. Мы по прогнозам ожидаем сухое лето, и это для нас опасно. Мы имеем очень горький опыт 2021 года, когда миллионы гектаров леса мы потеряли. Но сегодня, вот благодаря этой работе, мы надеемся, что класс опасности будет снижаться. Первые термоточки в Якутии зафиксировали еще в начале мая. Большая часть из них рукотворная. В этой связи прибытие самолета-зондировщика еще до начала сезона высокой горимости как нельзя лучше иллюстрирует русская пословица: «Вовремя копейка дороже рубля». Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск.